есть, так, кроме этого, у веб-сайтов есть какие-то данные, да, то есть есть базы данных. Веб-сайты хранятся в серверах, а в серверах все данные, которые относятся к веб-сайту, это, например, какие-то статьи, изображения, не знаю, данные пользователей. Если, например, это сайт интернет-банкинга, то, естественно, там какие-то счета и так далее, и так далее. И все эти данные хранятся в таблицах, так называемых в базах данных. И программисты, веб-программисты, который занимается программированием, организацией вот этих данных, которые хранятся в базах данных, их называют как бы бэкэнд разработчиками, то есть серверная логика. Вот эти данные, которые хранятся на серверах, они каким-то образом должны всплывать, то есть показываться последнему конечному пользователю. И человек-программист, который строит вот эту серверную логику, их называют бэкэнд-программистами. И бывают такие специалисты, которые умеют, например, делать и внешнюю часть. Также они могут и запрограммировать, написать серверную логику. И если они сразу ведут оба направления, то их называют full stack. И full stack программистами или само направление называется full stack. То есть, когда программист занимается полным циклом, он может и строить и внешнюю часть, и серверную логику. И это все называется полным циклом веб-разработки. Что мы будем изучать в рамках наших курсов? Первое, что мы будем изучать, это мы будем учиться строить веб-интерфейс. Сейчас, минуточку. Выключите, пожалуйста, звуки микрофона. Өчіріп қойдым азамдылан ағай. Одну секунду. Так, меня слышно, да? Да, вас слышно. Все. Итак, продолжаем, друзья. То есть, что мы будем изучать? Мы будем изучать, строить, то есть учиться строить веб-интерфейсы. То есть будем учиться сперва строить внешний вид веб-сайтов. В этом направлении очень много разных технологий, языков. В первую очередь это язык HTML, который позволяет нам структурировать содержание сайта. Потом дальше мы будем изучать язык CSS. Язык CSS отвечает за внешний вид сайта. То есть если с помощью языка HTML мы просто указываем какие-то сущности на сайте, да, то есть текст на сайте, то мы прописываем этот текст с помощью языка HTML. А как этот текст будет выглядеть, там, не знаю, каким шрифтом, какой у него будет цвет, где этот текст будет расположен, мы будем внешний вид оформлять с помощью языка CSS или CSS. Вот это второй язык. Первые два языка, вот HTML и CSS, они не являются языками программирования, они являются языками разметки. И третий такой основной язык программирования – это JavaScript. С помощью JavaScript мы будем уже программировать динамическую часть, фронтендную часть языка, то есть веб-сайтов. То есть мы будем строить какую-то динамику. Например, обрабатывать какие-то нажатия каких-то кнопок, обрабатывать чтобы, например, на сайтах переключался слайдер и так далее, и так далее. То есть вся динамика юзер-интерфейса, они программируются с помощью языка JavaScript.
Это основные три кита веб-разработки. Сейчас без этих языков вообще представлять, что такое веб-разработка, невозможно. То есть вообще, если хотите, например, создавать какие-то веб-сайты, то без этих трех языков мы вообще не можем обойтись. Кроме этого, мы будем изучать другие разные библиотеки, которые упрощают жизнь, так сказать, жизнь веб-разработчика. Это библиотеки, там, фреймворки и так далее, и так далее. Инструменты, кроме этого, автоматизация, да. И самая первая подготовка, наверное, сегодня вам Олджабай Агай скинул запись, видео, где вам нужно установить вот первый инструмент любого программиста, это код-редактор VS Code. Там очень простое видео, просто нужно скачать файл, установить его. Надо просто следовать шагам, которые я показывал на видео. Это что касается коротко, что мы будем изучать в рамках наших курсов. И теперь уже содержание нашего урока. Сегодня я хочу вам рассказать, как вообще работают веб-сайты. Мы знаем, что когда мы открываем сайты, мы просто открываем программу, и эта программа называется браузер. Браузеров на самом деле очень много на рынке, то есть очень много компаний, которые выпускают браузеры, которые помогают пользователям открывать веб-сайты. И я привел, на слайде привел более-менее такие популярные, которые люди пользуются, да, пользователи пользуются. Очень популярный среди этих браузеров это Google Chrome, самый такой продвинутый, очень современный браузер. Если взять по популярности, далее идет там браузер Firefox, тоже кроссплатформенный, то есть Google Chrome, Firefox, они работают и на операционных системах Windows, и в операционных системах Linux, и macOS и так далее. А вот браузеры Internet Explorer, Edge – это чисто платформенно зависимые, которые могут работать, устанавливаться только в операционных системах Windows. А Safari – это нативный браузер операционной системы macOS. То есть те, у кого, например, MacBook, iMac, то у них вот по умолчанию устанавливается браузер Safari. Вот. Мы, чтобы открывать веб-сайты, мы открываем браузер, и далее мы просто в браузере набираем адрес сайта. То есть, если я, например, хочу открыть YouTube, просто набираю YouTube и нажимаю Enter. И когда я нажимаю клавишу Enter, то есть я написал адрес и нажал Enter, в этот момент происходит процесс, который называется запрос-ответ. И давайте поближе посмотрим, кто отправляет запрос и кто отвечает на этот запрос. Да? Если взять вот интернет, любой компьютер, который подключен к интернету, не только компьютер, да, это любое устройство, которое подключено к интернету, у них есть адрес. И этот адрес называется IP-адресом. То есть если взять аналогию, да, из жизни, то в городах у нас есть адреса домов. Да? Точно так же любой компьютер, который подключается к интернету, у них есть свой уникальный адрес, и этот IP-адрес такой просто набор длинных цифр, чтобы идентифицировались компьютеры, да, которые подключаются к интернету. И дальше вот я на своем компьютере, неважно, со смартфона, там, с ноутбука, со стационарного компьютера, я, например, хочу открыть, например, сайт president.kg. Да? Я открываю браузер, набираю адрес и нажимаю Enter. В этот момент мой компьютер, мой браузер отправляет запрос в интернет, и дальше мой запрос, вот president.kg, запрос моего браузера, первым делом попадает в так называемый DNS-сервер. DNS – это Domain Naming
System или Domain Naming Server, который отвечает за... То есть это сервер, где вот хранятся адреса сайтов. Вот, если вот посмотрите, получается, у моего компьютера есть IP-адрес, и спросите, откуда взялся вот этот адрес president.kg. На самом деле все сайты хранятся на точно таких же компьютерах, да, то есть которые называются серверами, и у этих серверов тоже есть IP-адрес. И когда придумывали интернет, людям стало понятно, что запоминать вот эти IP-адреса трудно, и придумали вот сервера, которые называются DNS. DNS – это просто база данных, где вот хранятся IP-адрес, и к этому IP-адресу сопоставляется просто доменное имя. На самом деле вот нам, людям, просто легче запомнить какие-то набор слов, да, президент KG, например, запомнить легче, чем какой-то длинный набор IP-адреса. И чтобы упростить, вот в DNS-серверах вот, в базе данных хранятся вот эти IP-адреса и их словесные представления в виде доменных имен базы данных. И когда запрос поступает в интернете, там, открыть какой-то браузер, любой запрос сперва попадает вот именно в DNS. Вот точно так же вот сейчас мой, например, запрос попадает в DNS. DNS-сервер ищет у себя в базе данных IP-адрес, где хранится, например, сайт президент KG, и он вычисляет, например, адрес, да, 212, 112 и так далее. И когда он найдет этот адрес, он перенаправит мой запрос в тот сервер, где хранится сайт president.kg. Дальше сервер, где хранится сайт, сам сайт, да, как только ему попадает запрос открыть какой-то сайт, он у себя в жестком диске ищет папку этого сайта. Ищет папку, если есть там какая-то там структура или там какая-то логика, он этот скрипт, программа, который срабатывает и рендерит какой-то файл. То есть сервер находит просто нужные файлы сайта. После того, как файлы все найдены, дальше вот эти файлы отправляются в тот компьютер, откуда пришел запрос. И вот в мой браузер попадает файлы сайта president.kg. Дальше что произойдет, давайте посмотрим. Что же приходит из сервера? Да? Я говорил, что приходят какие-то файлы. Первым делом приходит из сервера просто HTML-файл. HTML-файл – это структура, где описывается вот содержание сайта, да, скелет сайта, то есть какой-то контент сайта, содержание сайта. И к этому HTML-документу прикрепляется, там, подключается CSS-файл, который оформляет эту страницу. Дальше к этому же HTML-файлу подключается JavaScript, где прописана логика интерфейса, да, какая-то динамика. И кроме этого, к этому же HTML-файлу подключаются разные медиафайлы, то есть это изображение, видео, аудио и так далее, и так далее. Все файлы, которые есть на странице, то есть они все подключаются к HTML-файлу. И дальше из вот этих файлов браузер просто строит структуру, то есть показывает веб-сайт. И процесс показа вот этого сайта называется рендерингом, то есть рендеринг – это отрисовка страницы. То есть браузер берет, читает HTML-файл, если нужно там подключить, скачать какие-то файлы, там, изображений, видео и так далее, он всех их скачивает, и потом начинает рисовать веб-сайт, и в конечном итоге мы видим сайт president.kg. И давайте поближе посмотрим, что такое вообще язык HTML. Язык HTML – это от английского слова Hypertext Markup Language, то есть язык разметки гипертекста.
Вообще язык HTML был начат, разработка над этим языком была начата в 1986 году, и в 1991 году в мир увидел первый веб-сайт. Да? Автором является ученый Тим Бернерс-Ли. И вообще, если посмотреть на историю языка, то основной целью создания языка HTML была возможность отправлять научные работы через интернет. И я уже сказал, что автором является ученый Тим Бернерс-Ли. И в то время, например, ученым очень нужно было очень оперативно обмениваться своими научными работами. Отправлять через почту, там, пускай даже через авиапочту, было долго, а ученым хотелось быстрее друг другу отправлять какие-то свои научные разработки, чтобы они могли посмотреть, там, написать отзыв и так далее. В то время еще уже был интернет, и вот ученые работали над тем, как можно было вот файлы передавать друг другу, да, через интернет. И в этот момент вот появился язык HTML. В чем была такая прелесть этого языка? То есть ученые просто научились отправлять друг другу текст, и в тексте они могли размечать разные куски, которые назывались гипертекстами, то есть ссылками. Да? Гипертекст в современное время называется ссылки. То есть человек, который с того конца, например, я кому-то отправил свой документ, на том конце человек открывает этот документ, кликая по словам, ссылкам, он как бы открывал другие документы, и так разные документы могли связываться друг с другом. И это было такое космическое какое-то открытие, и людям это очень понравилось, и дальше уже начали развивать эту тему. И если набрать в интернете сейчас, например, в браузере адрес info.cern.ch, то вы увидите самый первый сайт, который был создан в 1991 году. Как вы видите, здесь ничего такого красивого нет, это был просто текст, и там есть ссылки, да, вот эти синие, подчеркнутые, которые мы привыкли видеть, которые мы постоянно кликаем на страницах. Это есть гипертекст, то есть ссылки, и как бы это самый первый сайт в мире. По истории развития, вот, после того, как язык был уже первый раз представлен, дальше уже работали над ним, улучшали его, какие-то исправляли ошибки, и было их несколько версий, и самая последняя версия – это версия HTML5, которая была выпущена в 2014 году с очень хорошими улучшениями, который добавлял больше возможностей для этого языка. И, конечно, мы, как современные разработчики, будем изучать последнюю актуальную версию языка HTML5. Вообще, из чего состоит сам язык? Сам язык, вот, от слова «язык разметки», то есть это просто какие-то ключевые слова, с помощью которых мы размечаем контент. То есть, допустим, на сайте есть какой-то, например, заголовок, да, и мы браузеру должны просто указать, где начинается, например, заголовок и где кончается. И специально для этих, например, заголовков придумали теги, да, ключевые слова, которые называются тегами. Или элементы, еще их называют ноды и так далее. Но если посмотреть на синтаксис языка, на синтаксис написания самих тегов, то это очень простой такой язык. Теги начинаются с угловой скобки, внутри пишется название тега, и в конце названия просто ставим закрывающую угловую скобку. И между тегами просто пишем какое-то содержание. Сами теги бывают парные и одиночные. Парные – это от того, что
теги бывают, например, открывающиеся теги и закрывающиеся теги. То есть есть начало, где мы указываем, вот здесь, например, начинается абзац текста. И где, например, заканчивается абзац текста, мы этот абзац закрываем тегом, закрывающимся тегом. И в отличие от открывающегося тега, мы вот в конце видим просто знак слэш, да, в написании закрывающего тега. А одиночные теги, вот само понятно, что у них нет закрывающейся части. И давайте сейчас попробуем создать свой самый простой первый HTML файл. Вообще в веб-разработке, чтобы создавать сайты, первое дело мы как бы создаем файловую структуру. То есть что нам нужно? Первое, например, я хочу, например, создать свой сайт. Первое, что я делаю, я создаю папку. Допустим, на рабочем столе я создам папку и назову эту папку MySite. Обязательно сразу учитесь писать названия своих папок, файлов латинскими буквами и желательно сразу английскими словами. То есть я написал MySite, это пускай будет мой сайт. И дальше я эту папку открою с помощью редактора кода VS Code. После того, как вы откроете, вы установите VS Code по инструкции, да, у вас вот появится возможность открывать эту папку сразу с помощью контекстного меню. То есть я открываю папку, внутрь захожу и нажимаю правой кнопкой мышки, и здесь появляется пункт «Открыть с помощью Code». Я нажимаю, и запускается вот код-редактор Visual Studio Code. И здесь вот, если коротко пройтись по интерфейсу VS Code, то здесь вот слева Explorer есть блок. Здесь будут показываться все файлы моего проекта, то есть все файлы моего сайта, они будут здесь. Файлы, папки и так далее, все они будут в блоке Explorer. Правая часть – это чисто рабочая область, где я буду писать код. Вот слева меню, здесь есть настройки, здесь есть как бы свой Play Market, да, где я могу устанавливать расширения для редактора, есть разные инструменты для поиска ошибок, есть инструмент, например, GitHub, да, контроль версий, инструменты поиска и так далее, и так далее. Сверху мы видим меню, здесь вот какие-то команды, да, где можно создавать файлы, переименовывать, закрывать и так далее. В меню Edit мы видим, что можно редактировать. В меню Selection если мы выделяем какой-то код, и это выделение можно, с этим выделением можно что-то сделать. То есть все, что касается выделений, находится здесь. И дальше View, здесь как будет выглядеть, например, интерфейс и так далее, и так далее. И первое, сейчас я хочу создать, например, файл, например, моего сайта. Я создаю новый файл. Вот, смотрите, здесь есть иконки. Первая иконка, которая создает new файл. Да? Сразу, если наведете, покажется подсказка new файл. То есть это иконка, команда, которая создает новый файл. Если посмотреть следующую команду, new folder, эта команда создает новую папку. Я создаю new файл, и здесь пишу название, например, index.html. Все файлы веб-сайтов, они называются HTML-ами, то есть не любой другой документ, да, не тексты, там, не doc, не PDF, а именно HTML. И когда мы указываем расширение .html, браузеры будут знать, что это файл веб-сайта, и его нужно открывать с помощью браузера. Это был первый способ создания файла. Давайте я сейчас удалю этот файл и покажу вам другой способ.
создания. Второй способ создания этого файла. Я перехожу в меню «Файл», здесь нажимаю «New File». И просто открывается в рабочую область, открывается просто какой-то документ, и этот документ нужно теперь сохранить. Чтобы сохранить этот файл, я снова иду в меню «Файл», и здесь нажимаю «Save» или «Save As». И далее я выбираю, где нужно сохранить этот файл. Допустим, на рабочем столе в папке «My Site», и здесь я указываю название index.html. И после этого вот слева в Explorer появляется этот файл index.html. Почему index.html? На самом деле есть такой стандарт, что главная страница любого сайта называется index.html. И все сервера, на которых мы будем хранить наши файлы наших сайтов, они настроены так, что когда к ним поступает запрос открыть главную страницу какого-либо сайта, то они возвращают файл index.html. А все остальные внутренние, там, другие какие-то страницы, они могут называться по-другому, но по умолчанию мы главную страницу обязательно должны называть index.html. И далее теперь давайте, что нужно написать внутри этого файла. Я сейчас увеличу шрифт, чтобы вам было больше видно. Если посмотреть на структуру, вот я открыл index.html, и какой код теперь нужно здесь внутри написать. Я открываю угловую скобку и пишу doctype HTML. Это должна быть самая первая строка, которая называется доктайпом или определением типа документов. То есть этой строкой я говорю, указываю браузерам, что это будет документ HTML, и именно вот этим кодом, да, doctype HTML, я говорю, что нужно использовать последний стандарт, то есть актуальный стандарт языка HTML. Не какой-то там, например, версию 4 языка HTML, не версию 3, а именно версию 5, актуальную. И браузеры будут сразу, когда прочитают doctype HTML, они поймут, что этот документ нужно отрендерить, отрисовать согласно стандартам языка HTML5. До этого, например, указывали другой стандарт, когда еще не было языка версии стандарта 5, то здесь был такой длинный набор другого доктайпа. Это был, например, 4-й стандарт, 3-й стандарт и так далее. Но сейчас вот это самый короткий, хороший такой доктайп, где мы указываем последний стандарт языка HTML. И далее, что нужно здесь прописать? Первый тег – это тег, называется HTML. Почему? Далее, что это за тег HTML? HTML, мы говорим, что дальше идет просто страница, документ, который нужно обрабатывать как HTML. Это корневой обязательный тег, то есть без него тоже никак не обойтись, и этот код обязательно, этот тег обязательно нужно писать внутри документа. Внутри HTML есть два обязательных блока, тоже два обязательных тега. Это тег head и тег body. Это основные такие теги, которые всегда прописываются. Что такое head? Head – это, если перевести с английского слова, голова, то есть верхняя часть нашего сайта, где мы будем прописывать какую-то дополнительную информацию о нашем сайте. Допустим, первое, что нужно указать в теге head – это кодировка. Кодировка указывается тегом meta. Это одинарный тег, и нужно указать саму кодировку
так называемым атрибутом. Это какой-то дополнительный параметр для тега, где мы можем дать какую-то более дополнительную информацию для браузеров. Да? Charset указывает кодировку, и здесь я пишу UTF-8. Что за кодировка? На самом деле есть разные языки и есть разные алфавиты. Да? Есть английский язык, где мы используем, например, символы латиницы. Да? Есть, например, русский язык, где мы используем символы кириллицы и так далее, и так далее. Да? Есть арабские символы, есть японские, есть иврит и так далее, и так далее. И у них есть разные кодировки. И по умолчанию, чтобы браузеры знали, чтобы компьютеры знали, что нужно обрабатывать все вот эти символы. То есть у нас на сайте может быть там любой символ, да? Мы можем написать русскими, кириллицей, там, английские слова и так далее. То есть чтобы браузер обрабатывал правильно все вот эти символы всех языков, мы просто используем кодировку, универсальную кодировку, и эта кодировка называется UTF-8. Внутри кодировки UTF-8 включены символы всех, прям абсолютно всех языков мира. То есть там даже есть, например, наши символы кыргызского языка, там Ü, да, и так далее. То есть это самый такой стандартная кодировка в веб-разработке. Дальше внутри блока head еще нужно прописать обязательный тег, это title. И здесь в тайтле мы можем уже прописать название страницы. Я могу написать мой первый сайт. Все, что мы прописываем внутри тега head, конечному пользователю не видно. То есть то, что мы прописываем кодировку, для пользователя не важно, да, а она важна для браузера, для компьютера, чтобы они понимали кодировку, да, какие символы нужно использовать. А то, что видно для пользователя, это только title. Кроме этого, в блоке head мы подключаем еще какие-то стили, шрифты и так далее. Но сейчас вот самый минимальный набор – это прописываем обязательно кодировку и title. И я позже покажу, где мы увидим вот это содержание тега title, да, где я написал мой первый сайт. И дальше в блоке body от английского слова тело, да, body переводится как тело, и получается это тело документа. То есть здесь внутри body мы пишем все, что есть внутри сайта. Я могу здесь написать, например, мой самый первый сайт. И здесь я сохраняю файл. Чтобы сохранить, я обычно пользуюсь комбинациями клавиш. Я нажимаю Ctrl-S, либо я иду в меню «Файл» и здесь нажимаю Save. Да? Как видите, вот здесь в меню у каждого пункта рядом есть комбинации клавиш. Надо сразу их приучаться, запоминать их. И на самом деле использовать комбинации клавиш очень как бы помогает, и вы будете быстро писать код. Вот я сохранил теперь файл. И как теперь мне посмотреть результат моей работы? Да? Первым делом я могу здесь открыть этот файл с помощью расширения, который я установил. Да? И это расширение называется Live Server. То есть я нажимаю правой кнопкой мышки и выбираю Open with Live Server, то есть открыть с помощью Live сервера. Если я выберу, то есть в моем компьютере, например, по умолчанию установлен браузер Google Chrome, и компьютер узнает, что это файл браузера, файл веб-сайта, и откроет именно тот браузер по умолчанию, в данном случае Google Chrome, и откроет этот сайт. И как вы видите, здесь вот внутри браузер показывает то, что я прописал вот здесь, да, мой самый первый сайт.
А то, что я написал мой первый сайт, оно видно вот здесь в названии вкладки. Если я здесь что-то поменяю, сохраню, Live-сервер сразу после изменения файла обновит браузер. И здесь, как вы видите, вот название файла, название страницы изменилось. Это был первый способ, как открыть этот файл. Да? Давайте я сейчас закрою. Второй способ – это просто открыть вручную. Я открываю папку сайта, и здесь я вижу index.html. И поскольку у меня браузер по умолчанию установлен Google Chrome, и мой компьютер знает, что .html – это файл веб-сайта, и этот файл нужно открыть с помощью Google Chrome, и сразу подставляет иконку Google Chrome. Если у вас здесь есть, например, иконка какого-то браузера, то вы можете сразу кликнуть 2 раза, и сразу откроется тот браузер, который указан в иконке. Да? Либо я могу кликнуть правой кнопкой мышки и выбираю «Открыть с помощью», и здесь я могу выбрать любой другой браузер, например, Firefox, там, Internet Explorer, Edge и так далее. То есть можно и эти файлы, index.html, там, .html файлы мы можем открывать с помощью любого браузера. Вот сейчас я открыл. Так, теперь давайте я внесу какие-то изменения. Я здесь тоже, например, удалю слово «самый», сохраню. И как видите, здесь вот браузер сейчас автоматически не обновляет, потому что я этот файл не открыл с помощью Live-сервера. Да? То есть Live-сервер – это какой-то, можно сказать, временный сервер, да, который запускается у меня на компьютере, и каждый раз, когда я меняю содержание файла index.html, то браузер, Live-сервер перезагружает браузер и как бы подставляет сюда нужный измененный контент. Сейчас этого не случилось, поскольку я открыл этот файл вручную, и чтобы увидеть все изменения, мне нужно обновить. Я обновляю с помощью кнопки «Обновить», либо с помощью клавиши F5. Обновляю, и после этого браузер перезагружается и показывается актуальный контент. Сейчас что я хотел бы, например, сделать? Просто писать вот просто такой текст, либо какой-то другой контент, это неинтересно. Чтобы размечать какие-то содержания, есть специальные теги. И первый тег, который я сейчас вам покажу, это тег абзаца. Это просто короткий тег P. И внутри абзаца я могу, например, написать какой-то текст. Да? Например, могу написать свою фамилию. Дальше могу сделать еще один абзац. Смотрите, почему я пишу не так, да? Не открываю, там пишу название тега и потом его закрываю. Дело в том, что в код-редакторе VS Code автоматически установлен по умолчанию расширение, которое называется Emmet. Emmet специально был разработан для веб-разработчиков, который упрощает и ускоряет работу веб-разработчика. То есть у него есть специальные какие-то сокращения. То есть вместо того, чтобы писать тег полностью, да, открывать скобки, писать тег, потом закрывать, у Emmet есть сокращение. Я хочу, например, написать абзац, я просто нажимаю P, тег параграф, да, и дальше нажимаю клавишу Tab, либо здесь, как вы видите, VS Code показывает подсказку, здесь я могу выбрать вот подходящий вариант. Да? Могу кликнуть мышкой, либо просто пишу P и нажимаю клавишу Tab. И таким образом Emmet просто открывает и сразу закрывает парные теги, если у них есть, да, закрывающаяся часть. Если одинарный тег, он просто вставляет одинарный тег.
И дальше внутри этого тега я могу писать уже сам контент сайта. Допустим, например, здесь я могу написать ментор. И еще один тег. Этот тег будет одинарный тег HR. И давайте сейчас посмотрим, что будет в результате. Как вы видите, здесь вот абзацы. Почему я вставляю абзацы? Абзацы на самом деле это теги, которые называются блочными. То есть у них есть поведение блочное. Они как бы занимают всю ширину, доступную ширину браузера. И несмотря на то, что у них контента мало, да, то есть здесь вот очень маленький текст, да, Мирлан Уржанов, и слово «ментор» могло бы здесь поместиться, да, рядом с моей фамилией. Но на самом деле абзацы – это как бы блочные элементы, и они занимают всю доступную ширину строки, и рядом не пускают ничего, да, не дают другим элементам, другим тегам стать рядом. И это очень выгодно. То есть, когда мы пишем какой-то большой текст, как, например, в обычном Word-документе, да, я здесь могу написать, например, какой-то длинный какой-то абзац, и он станет как обычный абзац. Да? Давайте еще побольше сделаем. Абзац. Вот абзац. И я могу, допустим, ставить еще другой абзац. И эти абзацы уже, у них есть какие-то определенные стили внешние, да, которые определяют какую-то там какие-то отступы между абзацами, что они разделяются, да, и сразу видно, что где абзац начинается, где абзац заканчивается, да. Вот этот текст, который я сейчас быстро вставляю абзацы, они называются текст-рыбами. Это просто набор бессмысленных слов, они никоим образом не переводятся, просто из латыницы взяты, и как бы они выглядят как будто бы они как нормальный абзац, какой-то текст, да, который имеет значение. На самом деле это просто текст-заглушка. Чтобы его ставить, я пишу просто лорем, нажимаю Tab, и тогда по умолчанию VS Code вставляет набор один абзац. Я могу указать, например, именно сколько слов должно быть, например, в абзаце. Лорем, например, 50, нажимаю Tab, то тогда этот абзац будет состоять из 50 слов. Это что касается вот именно текст-заглушки на латынице. Я могу еще написать lorem ru и, например, 50, то тогда VS Code ставит сюда уже текст-заглушку уже на русском языке. Это вот, что касается вот быстрой работы разработчика. На самом деле, первый раз, когда вы будете писать код, я вам рекомендую сразу прям писать от руки, чтобы ваши руки привыкали, и вы набивали руки. То есть открыли тег, сразу его закрыли, и здесь внутри пишите какой-то контент. То есть, как вы видите, язык разметки HTML очень простой. Мы просто указываем, что, например, на сайте есть абзац, и этот абзац мы размечаем, да, где начинается этот абзац и где этот абзац заканчивается. А тег, например, HR, от слова horizontal line, да, горизонтальная линия, этот тег просто вставляет горизонтальную линию. Просто какой-то разделитель тега, разделитель какого-то контента. Да? На этом все. Это самые простые теги и такая базовая структура любой HTML-страницы. То есть вот эти теги, это обязательно должны быть на любой странице. То есть мы должны браузеру указать тип документа, какой стандарт мы используем.
обязательно должен быть корневой тег HTML. Внутри HTML должен быть блок head, где мы прописываем дополнительную информацию о нашем сайте, да, где указываем кодировку, название страницы. И в теге body мы пишем уже сам контент сайта, содержание. Да. В дальнейшем мы здесь уже внутри будем писать, будем учить разные теги, которые отвечают, например, за вставку изображений, за вставку заголовков, за вставку разных таблиц, ссылок и так далее. Первая структура – это вот такая, даже без прописывания каких-то тегов, браузер знает, что внутри body нужно отрисовывать именно для пользователя. Да? То есть то, что я прописал внутри body, будет видно для конечного пользователя. Вот. На этом у меня все. Если сейчас будут вопросы, то, наверное, перейдем к вопросам. Спасибо, Мирлан Агай. Друзья, надеюсь, вам было интересно. И мы не хотим много времени у вас отнимать. Я лишь хочу узнать, в прошлый раз, когда был ориентационный урок, там кто-то из присутствующих был? Если все были, чтобы я не повторялся, по именно учебной программе, по тому, как мы будем, как вы, что будете делать вообще, какие платформы используем. Можете в чате написать. Кто был, можете плюсики поставить, а кто не был, пожалуйста, минус поставьте. Я тогда вкратце быстро объясню. Спасибо, Анастасия. Юзер был Лунара, Лан. Так. Лунбая не было, Игуль не было, Ми не было, да? Ну, значит, половина была, да, половина нет. Тогда я вам быстро продемонстрирую. Когда вы начнете этим пользоваться, только тогда вы вкратце поймете, как это выглядит, да? Начну с того, что мы используем несколько онлайн-платформ. Первая – это Zoom, то есть где вы сейчас сидите, записи этих лекций, соответственно, сохраняются. У нас также вторая платформа есть, Discord называется, это как для коммуникации и практики, да, скажем так. И третья платформа – это Notion, это своего рода дневник, заметки, доска, откуда вы можете стянуть себе материалы. Вот хочу вам показать, начнем с Notion, наверное, даже с курса Polaris, да, давайте. То есть все эти платформы, они работают с браузера. Видите, у меня вот браузер открыт. Обратите внимание, вот архив материалов уроков. Что это значит? Вот, то есть занятия по коду, они вот в таблицу кодинг заходят. Пожалуйста, вот введение, да, можем открыть, или то, что мы сегодня проходили с вами. Здесь то есть в одном месте вам не надо будет искать разные вещи в разных местах. В одном месте вы можете увидеть вот description, описание. Это exercise, упражнения. Если есть код, то код, слайды. Если вот то, что сейчас Мирлан Агай показывал, слайды, да, презентационные, они вот так вот прогружаются. Домашняя работа. И рекорд, самая важная часть, то есть здесь вот видео. Также мы грузим аудио, если вам интересно послушать звук просто без картинки. Также чат, который сейчас вы пишете. У нас таких таблиц несколько. Есть таблицы по коду, есть таблицы, ну, на первом потоке шел графический дизайн, он у вас не будет, я объясню позже, почему. Soft Skills – это раз в неделю мы занимались, ну, в Polaris, то есть Polaris – это первый поток, второй поток называется Sirius, да, по вторникам. Митинг – это ваши встречи, да, по практикам. Как правило, это суббота или любое другое время. Митапы – это большие встречи. Может быть, кто-то здесь был, вот с Азаматом Тохтокуновым в субботу общались, это фронтенд-девелопер из Дортмунда, из Германии. И также мы в социальном проекте Келечек ведем программирование на 2 языках. С 8 до 9:30 он идет на русском, его ведет Мирлан Агай. И вечером, то есть после этого же занятия с 9:30 до 11 ночи идет эти же уроки, только на кыргызском. Если у кого-то будут сложности, то мы вам можем предоставить и такую часть. Получается, в Notion мы вам даем ссылку, вы регистрируетесь везде учебной почтой,
и потом имеете доступ к такой таблице. Теперь по Discord. Discord — это коммуникатор, да, скажем так, что-то наподобие WhatsApp. Здесь у вас будет на примере, давайте на примере Келечека покажу, потому что там все на русском. У нас тут есть, к примеру, административные каналы, вот, где-то мы объявления делаем, где-то мы дублируем записи, хотя все записи будут находиться, все материалы будут находиться в Notion. Есть определенные правила, коридоры, это трекинг тех, кто входит или выходит. Также мы ведем какие-то опросы, заранее узнаем ваше мнение. Также у них есть канал благотворительность, вот они там уже 55 тысяч сомов собрали для хосписа. Какие-то новости, то есть официальные изменения о чем-то мы также выгружаем. Плюс есть категория учеба, это ссылки, к примеру, здесь вот идет расписание, а также вы будете, ну вот ссылка, да, архив всех лекций по всем занятиям. Я сейчас нажму, чтобы вы посмотрели. У них более расширенная таблица, кодинг, у них также по воскресеньям идет UI, UX дизайн, потом soft skills, еще учеба не началась, но вот, как видите, у них учеба началась 17 мая, а мы вот до 13 мая 9 уроков провели, плюс практика у них, отдельно митапы, то есть встречи большие. Ну и также по пятницам у них есть возможность разговаривать на английском, чисто разговор на английский в 6:30. В принципе, так. Теперь по Дискорду закончу. То есть в этой части вы можете переписываться и так далее. Есть отдельно вот общение, знакомства, интересы. В Polaris чуть иначе, и у вас тоже будет чуть иначе. Здесь мы вот здесь звездочки ставим, вы там писать не можете, вы там только можете читать информацию. Там, где нету звездочек, вы можете уже переписываться. Также есть голосовые каналы, это так же, как Zoom, здесь ничего регистрироваться не надо. Вот здесь тоже вот этот Discord, его можно как отдельно приложение скачать, если хотите, либо вот так через браузер заходить, опять-таки везде надо будет заходить учебной почтой. И это голосовые каналы наподобие Zoom, вы можете сюда зайти, здесь до 25 человек могут за раз смотреть экран, или несколько человек могут одновременно демонстрировать экран. Он очень удобен для практики, скажем так. В принципе, все, что касается этого. Теперь по поводу... Да, мы вам еще по домашкам. У нас на первом потоке домашки мы сдавали через Google Classroom, чтобы ментор проверял, но это, как выяснилось, не совсем эффективный метод, поэтому на вашем потоке вы то же самое будете делать, только в Notion. Точно такую же базу для себя будете заполнять, да, например, как она выглядит. Вот таким образом, вот здесь вы пишете свое имя, фамилию. Вот если здесь PLS, в вашем случае это будет название группы, то есть Sirius, да, сокращенно SS. Вот таким вот образом вам в Gmail надо будет создать почту. То есть, например, Анастасия, здесь Иванова, да, к примеру. И везде надо будет точки проставить. Это делается для того, чтобы Google, когда вы забиваете, например, Анастасия Иванова, он может вам предложить только такие вариации, типа такое имя занято, и поэтому какие-то цифры неудобные. Да? И поэтому, когда вы сами вручную точки ставите, как правило, не все создают таким образом почту, и это гарантирует, что это место не будет занято. Значит, вы можете, например, у Кан написать здесь какую-то фамилию, обязательно .ss@gmail.com. Мы это вам потом скринкаст можем отправить. Собственно, первое задание для тех, кто уже заплатил, или тех, кто планирует уже присоединиться к курсу. Именно вот таким образом вам надо создать учебную почту. И на следующей встрече, если вы не смогли это сделать, мы это повторим, покажем, как работать с Notion. Получается, это точно такая же таблица, друзья. Вы просто здесь грузите домашку, и все. Вот это время создания, оно само автоматически фиксируется. Когда вы в Notion заходите, пишете свое имя и фамилию, оно тоже автоматически фиксируется. Вам только вот этот файл надо будет домашку загрузить, и все, со своего компьютера, да, какой-то там файл, который относится к домашке. И потом вы через поделиться, я вам потом это покажу, сейчас смысла нету, вы делитесь в общей базе, соответственно, каждый из ваших одногруппников может проверить домашку. Это обязательное будет требование, чтобы вы выполняли собственные домашки, и для закрепления материала тоже 2 или 3 человека тоже проверили, да.
Тем самым вы будете делать код-ревью, научитесь читать чужой код. Это очень важный навык для разработчиков. И если у вас будут какие-то сложности в своей домашке, соответственно, вы можете посмотреть домашку другого одногруппника и найти либо у него ошибку, либо у себя ошибку. В принципе, все у нас по этим. На этой неделе мы несколько встреч с вами проведем. Те, которые уже в процессе, пожалуйста, мы все подробно, не спеша объясним. На первом потоке мы только за один день просто показали, как создавать учебные почты, и они просто в суперскоростном режиме подключились, да. И у них были определенные сложности. Самые важные требования вот именно от нас — это что? Это первое, это ваше желание, ваше отношение, да, по времени, чтобы вы находили время для этого. Сколько времени вы в это будете вкладывать, столько, соответственно, результатов вы получите. Теперь второе, это ноутбук должен быть какой-нибудь, хоть какой-нибудь, или персональный компьютер. И третье — это интернет. Ну, то, что касается оплаты, это само собой разумеющее, да. Теперь по поводу расписания. Все занятия будут идти вечером с 21:00, будут начинаться. Мы это время подбирали с учетом того, что в городе многие заняты в это время, например, в 7 или 8 вечера, и не могут вовремя включиться в процесс, и большинство здесь могут оказаться из России или вообще из зарубежья. Возможно, им это время, если вам не будет неудобно, у вас всегда будет доступ ко всем материалам, от текстов до всего остального, включая записи уроков. Как правило, урок, когда заканчивается, мы его загружаем с Zoom на компьютер, из компьютера загружаем на YouTube, и там даем доступ не по ссылке, то есть вашу учебную почту мы туда прикрепляем. Соответственно, это делается только для конфиденциальности, чтобы вы себя в приватной обстановке довольно приватно чувствовали, чтобы никто лишнее не смотрел ваши уроки, вопросы или еще какие-то вещи. Да? То есть везде доступ будет идти по учебной почте. Это касается и Zoom в том числе. Zoom как мы используем? Мы один раз вам отправим ссылку, вы один раз там регистрацию учебной почтой пройдете, в одном месте одну постоянно, регулярно ссылку поставим, вам каждый раз не надо будет искать ссылку, или мы вам каждый раз на каждое занятие не будем скидывать ссылку. Вы постоянно по одной ссылке имеете доступ к занятиям. Соответственно, надеюсь, вам все понятно. Если есть еще какие-то вопросы, вы можете задать, там за раз сразу как бы понять, может быть, сложно будет. И я бы хотел с вами одну игру еще сыграть, друзья. Вам сейчас надо будет в своем браузере открыть, посмотрим, насколько вы внимательны. Да? Вот внимательность — это очень важно. Да? Вот Kahoot, стоп. Да, вот. Kahoot.it в своем браузере, пожалуйста, наберите. Если кто с телефона вышел, откройте Google Chrome или каким браузером вы пользуетесь. И после этого вы увидите Enter Nickname, да, там, то есть введите свое имя, да. Вам надо будет там ввести свое имя, желательно реальное. До этого у вас спросят пин-код игры. Пин-код игры 8, 7, 6, 9, 5, 4, 7. 876 95 47. Это такая викторина, где будут выходить один вопрос и 4 варианта ответа. И вам, и тот, кто правильнее и быстрее всех отвечает, тот каждый раз на каждом вопросе завоевывает первое место. Всего 10 вопросов по 20 секунд. То есть вам надо будет нажать kahoot.it. Зайдите, пожалуйста, на этот сайт. Да, вот Айджамал уже появилась. После этого у вас спросит пин-код игры, повторяю, 876 95 47 876 95 47. Kahoot.it деген сайтқа кіріңіздер телефондан бұл компьютерден. Андан кейін пин-кодты, ойындың пин-кодын сұрайды. Сіздер мына пин-кодты кіргізішіңер керек. 876 95 47. Азыркы темалар бойынша эле суроолор. Ошол. Андан кийин атыңарды сурайт, ошо атыңарды жазсаңар, анан экрандан өзүңөр жазган атыңарды көрөсүңөр да. Анан мен оюнду баштаганда суроолорду насчет вопросов. Возможно, там в настройках это не отредактировано. Вы просто в Zoom читайте вопрос, потом открывайте браузер и не спеша отвечайте. На каждый вопрос вам будет 20 секунд. Давайте еще 1-2 минуты подождем. Здесь всего в зале было 30 человек, пожалуйста. Откройте в своем браузере kahoot.it, вот как вот здесь написано, kahoot.it. После этого вам надо будет ввести пин-код 8769547.
После этого введите свой никнейм, то есть ваше имя, и все, и вы в игре. Если то, что вы в игре, вот здесь ваше имя появится. Давайте еще минуту подождем, хотя бы еще троих подождем. Еще раз повторяю код 8, 7, 6, 9, 5, 4, 7. После того, как вы увидите вопрос, вам надо один из вариантов ответа нажать. Возможно, в настройках вопросов нету, они сразу могут не появиться. Вы увидите 4 фигуры разных цветов. Там будет синий, зеленый, красный, оранжевый. И типа квадрат, треугольник, что-то там еще, да. Поэтому, если у вас в браузере только вы это увидите, я вам предлагаю просто в зуме на экране смотреть вопросы и уже в браузере отвечать. Ну, давайте начнем, да? Уже, наверное, достаточно. Я буду зачитывать вопрос. Вы можете и в браузере смотреть. Меня же слышно, да, надеюсь? Да. Первый вопрос. Что вы будете изучать на курсе? Красный – серверная часть, оранжевый – программно-аппаратная часть сервиса, синий – клиентская сторона пользовательского интерфейса и зеленый – объектно-ориентированный язык программирования. Итак, 3 человека верно ответили. Окей, идемте дальше. Что такое фронт-энд? Красный – клиентская сторона пользовательского интерфейса, оранжевый – объектно-ориентированный язык программирования, синий – серверная часть, зеленый – программно-аппаратная часть сервиса. Что такое фронт-энд? Отлично, 15 человек ответили верно. Дальше. Что такое JavaScript? Красный – древний язык племени Люмба-Бумба, оранжевый – каскадные таблицы стилей, синий – мультипарадигменный язык программирования и зеленый – язык гипертекстовой разметки. Что такое JavaScript? Итак, это мультипарадигменный язык программирования. Дальше. Так что, четвертый вопрос. Что такое бэкэнд? Красный – объектно-ориентированный язык программирования, оранжевый – серверная часть, синий – программно-аппаратная часть сервиса, зеленый – клиентская сторона пользовательского интерфейса. Что такое бэкэнд? Итак, 16 человек ответили. Даже если не знаете, жмите, потом знаете. Это программно-аппаратная часть сервиса. Только 2 человека отгадали. Окей. Следующий вопрос. Что такое HTML? Ну, это вы точно должны знать. Красный – язык программирования, оранжевый – язык гипертекстовой разметки, синий – каскадные таблицы стилей и зеленый – древний язык племени Люмба-Бумба. Что такое HTML? Отлично. Шестой вопрос. Когда появился первый сайт в мире? 1 июня 1991 года – красный, 6 августа 1995 года – оранжевый, 6 августа 1991 года – синий и 1 июля 1992 года – зеленый. Когда появился первый сайт в мире? Это было 6 августа 1991 года. Так. Пока без изменений. Седьмой вопрос. Что такое домен? Красный – браузер, оранжевый – хостинг, синий – протокол и зеленый – адрес сайта. Что такое домен? Красный – браузер, оранжевый – хостинг, синий – протокол, зеленый – адрес сайта. Это адрес сайта. Отлично. Следующий вопрос. Пока без изменений. Когда появился HTML? В 1986 году красный, в 2004 году оранжевый, в 2007 году синий и 1991 год зеленый. Когда появился HTML? 17 человек, 18 человек ответили.
Это было в 91 году. Многие думают в 86 году. Ну, считается, что он возник, да? Но на самом деле создатель HTML улучшил, ну и назвал его HTML именно в 91 году. Так, дальше. 9 вопрос. Кто придумал HTML? Тимон Бернерс-Ди, красный. Тимон Бернерс-Ти, оранжевый. Тимон Бернерс-Ли, синий. И Димон Вернерс-Ли, зеленый. Так, 7 человек запомнили его имя. Отлично. И последний вопрос. Что такое CSS? Красный — древний язык племени Люмба-Бумба, оранжевый — язык гипертекстовой разметки, синий — язык программирования и каскадные таблицы стиля, зеленый. Что такое CSS? Отлично, 11 человек знают. Смотрим на подиум, 3 место. Достается Улану, поздравляю. 2 место Таласу, отлично. И 1 место Нур. Молодцы. Все, друзья, в принципе, у нас все. Если хотите, можем завершать. Остальное уже в процессе можем через Telegram общаться, если какие-то вопросы есть. На данный момент, пожалуйста, посмотрите видео Мирлана Гая. Сегодня он на Visual Studio Code, на редакторе кода показывал, как он все это делает, да, как код пишется. И вторая часть — это, пожалуйста, начните создавать учебную почту по шаблону, то есть имя, точка, фамилия, точка, название группы SS, как доллар, да, WS, то есть Sirius в начале S и в конце S, потом @gmail.com. Бэкэнд, по идее, шел 3-м модулем, мы его сейчас пока что убрали, потому что это опционный модуль, и в зависимости от успеваемости и успехов, допустим, мы можем его пройти, но сам бэкэнд тоже минимум 6 месяцев проходите, да? Вы должны понимать, то, что сейчас идет, это примерно так. У вас в неделю 3 раза будет программирование, на данный момент из-за результатов Polaris мы пришли к мнению, что вы 2 раза в неделю будете проходить код, и на 3-м уроке, пока что первые месяцы, будут офисные часы. Что это значит? Это значит вопросы-ответы с ментором. Да? Вот. Мы стараемся, чтобы ваши записи, сами уроки не длились больше часа. То есть вот в 9 начали, в 10 закончили, скажем так. И потом сделали домашку на следующий день. Потом, например, в среду опять занятия по коду. Потом в четверг вы должны опять его завершить уже. В пятницу, если все же возникли сложности, они, скорее всего, у вас возникнут, вы первый месяц будете вести как бы вопрос-ответ именно с ментором. Вот. Так что понедельник, среда, пятница предполагается программирование, вторник, четверг у вас должна быть практика групповая, да, и по субботам у нас либо встречи с менторами, либо вы будете какие-то групповые встречи делать, то есть от презентации до соревнований, скажем так, либо это обычно менторами. Но менторы у нас с разных стран, поэтому расписание диктуют они. Также мы можем с вами поделиться записями UI UX дизайна. Почему мы графический дизайн не делаем? Потому что это требует установки программ, таких как Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, да? Они довольно ресурсоемкие программы, и у многих, если компьютеры старенькие, они их просто не потянут. То есть вы можете целый месяц мучиться, пытаясь это сделать. Но лучше на 2-м модуле вам предоставим UI UX дизайн, то, что относится непосредственно к веб-разработке. Мы планируем, что за неделю, надеюсь, люди наберутся. У нас есть определенное требование по количеству, это не менее 100 человек, потому что в ином случае наш курс не окупается, да. Поэтому в Polaris там в начале было 120 или 130 человек начали заниматься, около 4 не смогли продолжить из-за графика своего, то есть они не занимались практически, по времени не успевали. И там 12 стран участвуют, там около 30 человек самостоятельно по записям занимаются. Но это, да, пробный урок, чтобы у вас в общем представление имелось. Мы вам ежедневно будем скидывать видео,
вам надо будет их просматривать, чтобы просто привыкнуть вот к часовому просмотру, да. Ну и помимо этого то же самое. Пока что просто создайте, пожалуйста, аккаунт. Мы сейчас в этой группе ждем остальных. Вы сами видели, что все были в листе ожидания, то есть все, кто интересовались, мы их в конце концов в WhatsApp-группу объединили, там порядка на данный момент 115 человек. И я пока что затрудняюсь сказать по факту, когда они заплатят. И уже сколько, 14 человек на сегодняшний день заплатило, остальные все в листе ожидания. Соответственно, чем быстрее люди наберутся, тем быстрее мы стартанем. Как бы ни было, друзья, это марафон. Здесь вам некуда торопиться, вам надо просто в очень правильном темпе двигаться и основательно проходить каждое занятие и максимально уделять время практике. Многим может показаться, да, это ерунда, но на самом деле это не так. То есть единицы могут потянуть такой-то, а 95% случаев люди вначале, может быть, как-то это, и потом уже они выбиваются из ритма. Тут достаточно 2 раза пропустить, и уже, считайте, на неделю отстали. Неделю пропустите, это как будто на месяц отстали, да, будет? Да, пока что создать почту. Я еще в Телеграме напишу, то есть имя, точка, фамилия, точка, ss на английском, собачка, именно gmail.com, потому что мы имя только в основном. И второе задание, пожалуйста, посмотрите и установите себе Visual Studio Code, то есть редактор кода. В Gmail надо создавать почту. В Gmail. Вы можете в Телеграме писать, друзья, я вам там всем буду отвечать. В принципе, все, да? Ну ладно, больше вопросов нету. Телеграм-ссылку вы мне напишите в WhatsApp, то есть заходите в Instagram, там есть Linktree, ссылка в описании. Я вам сейчас покажу. Там все наши контакты есть, если здесь он сейчас откроется, я вам продемонстрирую. То есть вот здесь, сейчас, вот здесь внизу есть «Узнать подробнее». Туда нажмете, там есть ссылка, ну, перейти на сайт, подробнее о курсе. Я вам рекомендую сейчас находить на это время. Я не знаю, сколько человек здесь посмотрели ориентационный урок, который был в прошлое воскресенье. Но посмотрите, если вы на такие вещи не можете время уделять, то считайте, что у вас ничего не получится. То есть просмотр видео или сидение на уроке, которое от часу и больше может занимать, это обязательно, да? Без этого никак. Так что вот здесь вот на наш сайт зайдете, Жилиз Academy. Ну, как вы сюда зашли? Через, наверное, там и получили. Вот такой Linktree нажмете, друзья. У вас появятся вот такие вещи. Вот. То есть, если вы хотите узнать о курсе, кликайте сюда. Если хотите, ну, на сайт перейти, кликайте сюда. YouTube-канал. Но там все закрыто, там немного только видео, остальные все в закрытых плейлистах. И вот здесь напишите в WhatsApp. Я вам ссылку отправлю. Желательно в WhatsApp, не в Telegram. Оттуда вы уже будете перенаправлены в группу в Telegram. WhatsApp-группа это такая, да, ну, такая для обработки только, а потом она будет деактивирована. В основном мы все ведем в Телеграме. Насчет сертификата. Да. Да, Actors. Друзья, на самом деле мы можем, да, вам дать сертификат, но это просто будет простая бумага. На самом деле ваш сертификат – это ваши знания. Работа программиста – это такая специфичная работа, где вас будут проверять не вашими сертификатами, не вашими дипломами, а именно вашими знаниями. То есть, когда вы будете проходить интервью на работу, вам будут просто давать задания, чисто где вы будете писать код, и это будет вашим сертификатом. На самом деле, вот мы думаем, на самом деле мы не даем сертификаты, но если прям хочется, мы можем дать, но это будет просто бумага. Ну, ваша главное, самое главное, вы должны подтвердить свои квалификации вашими знаниями, вашим кодом, и это самое главное требование. А сертификаты просто какая-то будет бумага. Да, у нас тут и оценка другая, друзья, не как в универе. Вы должны здесь учиться не ради оценок и посещать не ради посещаемости. Вы все это делаете только для себя. Соответственно, сертификат, то, что вы сейчас будете каждый день, каждый урок загружать себе на базу, и потом, когда мы будем GitHub проходить,
вы весь этот код туда же и загрузите. И эту часть, то есть ссылку на свой GitHub, это как бы хранилище вашего кода, да, вы прикрепите к резюме. И все. И любой работодатель, он увидит вашу практическую часть, все ваши проекты, над которыми вы работали. Если вы ежедневно на GitHub заходите, там такая таблица есть, и там каждый раз зеленая, зеленая. Чем больше вы там загружаете кода, любого кода, но это показатель чего-то, это дает какую-то информацию будущему работодателю, соответственно, он на основании этого и будет, да, меньше вопросов вам задавать. А если вы просто сертификатом понесете, ну, это ни о чем не говорит, вы в любом случае будете проходить полностью полноценный цикл собеседования. В нашем случае мы на это смотрим иначе. Например, будет хорошо, если вы получите сертификат от Гарвардского университета, да, если вы CS50 пройдете, или, например, Free Code Camp пройдете. Я вам покажу, как их сертификаты выглядят. Их сертификаты, скорее всего, может быть, будут определенно иметь какое-то значение, но минимальное. Опять-таки, сертификат всего лишь сертификат. Сейчас, где же это было? Это всего лишь сертификат. Вы не думайте, что там достаточно сертификатом пойти, и все, у вас там все будет хорошо, да? Это не так. Например, если вы будете, это бесплатный абсолютно ресурс. На сегодняшний день, ну, наши люди уже проходят. Вот. Примерно вот так и выглядит сертификат. Free Code Camp. Это абсолютно бесплатный ресурс. Там надо будет 5 циклов задач пройти постепенно, и вот получите вот такой сертификат. Да, и много других сертификатов можете прикрепить. В конечном счете, в IT-индустрии важно то, что вы понимаете, да, а не ваши дипломы или бумажки. Да, тут вот доллар, дабл доллар пишет сертификат, неважно, главное портфолио. Абсолютно верно. Главное портфолио. И мы большую ставку делаем на ваши гибкие навыки, то есть это умение коммуницировать, коллаборировать, умение работать в команде, потому что нынче нету такого, что программист сам по себе там волк-одиночка, сейчас такого нету. Эти вещи мы будем вместе проходить, поэтому очень важна ваша коммуникация. Если она будет изначально слабой, друзья, очень большие проблемы у вас будут в будущем, что на курсе, что на работе, да. Но мы это потом вам просто много видосов разных отправим, посмотрите, сделайте для себя вывод. В общем, весь обучающий процесс сделан так, чтобы вы вообще не тратили время на лишние вещи, а максимально продуктивно и эффективно проводили свои занятия. И мы понимаем, что мы обучаем взрослое население, соответственно, они заняты, у них работа есть, многие здесь мамаши, может, у них дети есть, третье, десятое. Некоторые вообще не знают компьютер. Вот особенно те, кто не знает, рекомендую же постепенно его изучать. То есть банальные вещи, как сохранять, как создавать папки, там, как архивировать, как гуглить, например, как переводить что-то, если вам непонятно. Вот такими вещами вы уже на сегодняшний день можете постепенно заниматься. И не стесняйтесь спрашивать именно в Telegram-группе какие-то вопросы. Может быть, в WhatsApp людей это раздражает, но в Telegram-группе, вас же там уже добавилось, сколько там, 40 человек, уже можете вести коммуникацию, знакомиться, ну и третье, десятое. Вот вкратце. Есть еще вопросы, друзья? Если нет, ну мы еще в процессе будем много об этом общаться. Многие вещи будете делать при нас, не без нашей помощи. Постепенно, вот когда вы поймете, как все устроено, что такое Notion, как вообще в Zoom, да, заходить, в комнаты заходить, выходить, там, третье, десятое, вот тогда вам все будет понятно, да. Можете поставить, если вам все понятно, друзья, мы тогда в следующий раз продолжим, а то уже 10:30, не хочу вас задерживать, и потом эту запись, потом другие люди тоже вряд ли будут 2 часа смотреть. Еще, я думаю, у нас сейчас ментор на данный момент свободен всю неделю, так что мы будем с вами это как-то комбинировать, потому что вот Polaris, это первая группа, мы им дали 2 недели. В прошлый раз мы дали неделю отдыха, потому что у людей были разные причины, они просто отставали. Вот. И сейчас попросили продлить. Да? Мы сейчас с этого понедельника до следующего понедельника даем им 2-ю неделю, чтобы они догнали остальных. И то, что там, может быть, моментами не работало, естественно, мы пересмотрели какие-то всего лишь минимальные аспекты. Это вот как проверка ДЗ не менторами, а вами, да. И вот эти улучшения именно для вас и предлагаем. Поэтому интенсивность занятий тоже сократили. То есть 2 раза в неделю пока что вам
Пока что вы не натренированы, первый месяц вот так вот позанимаетесь, а третью неделю, ну, третье занятие по пятницам, просто в формате вопрос-ответы проведете с менторами. И когда у вас уже... Наша задача, чтобы вы все одинаково двигались, да, прям одинаково шли. Может, кто-то и больше знает, он будет впереди, но у него будет возможность это рассказать, остальным научить. Вкратце так, друзья. Все, да? Вопросов нет? Я тогда могу завершать. Если у вас еще какие-то вопросы возникнут, пожалуйста, пишите в Telegram или WhatsApp. У нас просто иногда я не могу сразу ответить, но я в любом случае отвечу. За это можете не переживать. И мы также вам пока что дадим доступ ко всем встречам. Если вам интересно, там очень много менторов разных проходили, делились своими опытом, да, скажем так. Я думаю, вам будет полезно их пересмотреть, потому что, может, они уже к тому моменту во второй раз именно к вам не придут. Вы пока время не тратьте, смотрите, там кто-то мотивацию возьмет, кто-то какие-то нужные советы от этого возьмет, кто-то просто представление в общем будет иметь. Какие-то встречи были на кыргызском, какие-то на русском. Уже смотрите на свое усмотрение. И кажется, Анастасия, мне почему-то кажется, что вы были на Келечеке в социальном проекте. Я, кажется, вас там и видел, да? Но потом что-то я вас не нашел, и сейчас вижу вот во второй группе. Все верно, Анастасия, вы здесь? Можете микрофон свой включить, если вам не сложно, или написать, если вам неудобно говорить. А, вас там не было, да? Ну, хорошо. Ладно, друзья, если все понятно, еще кто не смог сегодня посетить, я думаю, еще пересмотрите это видео. С ментором вы предварительно познакомились, в принципе. У нас очень много отзывов, что из платного курса, что из бесплатного. И, естественно, это обучающий процесс, он постоянно улучшается, друзья, постоянно. Такой второй поток вы получите намного облегченные, улучшенные версии, да, этих же уроков, самой учебной программы, самого графика и больше фокуса на вашу коммуникацию. То есть первый месяц мы в основном будем этим заниматься, вашей коммуникацией. Как только она будет налажена, у вас все процессы пойдут как по маслу. Это очень важно. Важно здесь не стесняться, потому что будут сложности. По-любому возникнут какие-то вопросы. По-любому вам надо будет это искать, решать и так далее. Да? То же самое у нас все максимально приближено именно к реалистической разработке. То есть то, что мы здесь проводим или проходим, это максимально приближено к тому, чем вы будете в будущем на работе заниматься. Пошел? Ну ладно тогда. Это не бесплатное обучение Айпери Шарикова. Бесплатное обучение уже давно стартовало, уже 3-я неделя заканчивается. Это именно платные курсы, как там было написано в Инстаграме. Вот. Самое первое требование ко всем – это чтобы вы были внимательны. Если вы будете внимательны, будете читать, а не без этого. Если вам лень почитать, лень посмотреть, если те, кто заплатил деньги, я лучше им верну, потому что вы ничего не достигнете. У вас ничего не получится. Если вы не будете должного внимания и времени уделять этому, у вас ничего практически не получится. Поэтому хорошо подумайте. Мы это обращение делаем для всех, кто в группе, кто еще сомневается. То есть все реально, все возможно, только при вашем правильном отношении. Если вы думаете, что мы заплатили, и у меня автоматически знания в голове появятся, это абсолютно не так. И без разницы, это платный курс будет, бесплатный курс будет. Все равно, если нет отношения, то никакого результата вы не получите. Все тогда. Всем большое спасибо, что уделили время, зашли. Еще какие-то вопросы возникнут, задавайте. Но прежде прогуглите, пожалуйста, узнайте больше. У нас на сайте вся информация подробно собрана. Рекомендую вам постепенно заходить, читать, вообще привыкать к такому темпу. Да? Вот. В принципе, у нас все тогда. Хорошо. Всем еще раз спасибо. До следующей встречи. Следующей встречи я вам заранее в Telegram-группе напишу. Я останавливаю запись. Больше нет, да, вопросов? Настя, до свидания.